В эфире вечерние новости. Здравствуйте и коротко о главных темах выпуска. Один анализ подтвержден и 2 человека с подозрением на COVID-19. Об эпидобстановке в Мирном более подробно через минуту. В сети распространяется информация о работе перевозчиков на воздушных подушках, несмотря на запрет. Действительно ли нарушают закон или выход на лед все же обоснован? До весеннего половодья остается менее месяца, как входящий в зону подтопления Усть-Майский район готов к вызову водной стихии. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки почти на 4800 человек. У каждого второго не наблюдалось никаких клинических показаний и симптомов. Общее же число заболевших вплотную приблизилось к отметке в 63 тысячи. За сутки умерли 42 пациента с коронавирусом. За весь период скончались 555. Почти 5000 человек выписаны из больниц после выздоровления. 1 подтвержденный и 2 предварительно положительных анализа на коронавирусную инфекцию выявлено в Мирнинском районе Якутии. По данным на сегодня, начиная с 6 апреля туда прибыло более 2000 человек. Из них чуть более 150 – это жители Ленского района, 900 вахтовиков и 80 человек – жители других регионов. Между тем, у 300 человек завершился период самоизоляции. Еще 700 остаются на ней до истечения 14-дневного периода. Подтвержденный диагноз заражения у одного гражданина. Подозрение на наличие инфекции у 2 человек. Оба находятся на месторождении компании РНГ. Коронавирус выявили у одного из офисных сотрудников доставки воды в Якутске. Предприятие «Элит Аква» приостановило свою работу. Об этом сказано на странице компании в Инстаграм. Отмечается, что вирус найден у сотрудника, работавшего в офисе. Теперь все сотрудники сдают тесты на коронавирус и переходят в режим самоизоляции. Больной госпитализирован в инфекционное отделение Якутской республиканской больницы. Определен круг его контактных, проводится их лабораторное обследование. По решению руководства данного предприятия все работники направлены на самоизоляцию на дому и проводится заключительная дезинфекция по месту его работы и проживания. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нерюнгринском районе. Глава Якутии сегодня рассказал о текущей эпидобстановке. По его словам, она остается напряженной. Так, в регионе за минувшие сутки выявлено 4 новых случая заболевания. 1 в вышеупомянутом Нерюнгре, 1 в Алдане и 2 в Якутске. По Якутску это член семьи ранее заболевшего, ну а также человек, который прилетел из Москвы, житель республики, но с самого приезда, находившийся на самоизоляции. По Нерюнгре также жительница Нерюнгра с самого приезда тоже находилась на самоизоляции, была под контролем. Ну и по Алдану это также работник обсерватора, который с самого первого дня находился в контакте с больными и вот, к сожалению, сейчас заболел. По другим территориям без изменений. Состояние больных у нас в целом нормальное, удовлетворительное. Вместе с тем по городу Якутску 2 у нас человека находятся в тяжелом состоянии. На аппаратах ИВЛ врачи борются за их жизнь. Глава напомнил, что в Сунтарском районе в Вахтовом поселке введен карантин. Мера принята после выявления 10 положительных результатов на инфекцию. Николаев отметил и слаженность работы на Чииндинском предприятии. На сегодня все анализы отобраны и направлены в Москву и Санкт-Петербург. Это несколько тысяч проб. Между тем, Якутия стала одним из немногих регионов, который выполнил план по обеспечению койко-мест для больных в республике. Глава проинформировал, что федеральные средства доведены до регионов. Также поступают федеральные средства на доплаты медикам. Напомню, что в Якутии медицинские работники получают как федеральные, так и республиканские доплаты. Федеральные составляют 80 тысяч для врачей, 50 для среднего и 25 тысяч для младшего медперсонала. А региональные 66, 40 и 20 тысяч рублей соответственно. 100% заявлений на выплату в 5000 рублей семьям с детьми до 3 лет обработано в электронном формате. На сегодня более чем 7000 семей направили выплату. Общая сумма финансирования на сегодня достигла 41 миллиона рублей. Напомню, что 7 апреля президент страны Владимир Путин подписал указ о дополнительных ежемесячных выплатах семьям, имеющим или имевшим право на материнский семейный капитал. Размер выплаты составляет 5000 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Выплачивается
выплачиваться она будет дополнительно, то есть не из средств капитала, в течение 3 месяцев с апреля по июнь. Обратиться с заявлением можно до 1 октября. Подать заявление можно в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда в разделе «Материнский семейный капитал». Такая возможность доступна и на портале госуслуг. Как с выплатами обстоят дела в Намском районе Якутии, нам рассказал начальник местного управления Пенсионного фонда. В Намском районе по состоянию на 23 апреля через портал госуслуги поступило 456 заявлений. Из них 376 рассмотрено, в том числе по 305 заявлениям принято положительное решение. Причина отказа в основном дублирование заявлений или неправильное заполнение. 80 заявлений находятся на рассмотрении. В сети распространяются фотографии с курсирующими через реку Лену хивусами или судами на воздушной подушке. Напомню, что в регионе приостановлено межмуниципальное сообщение. В том числе с 20 по 30 апреля запрещена перевозка судами на воздушной подушке по направлениям Якутск-Нижнебестях, Кангаласы-Сотинцы и на переправе Мегина-Алдан-Кыскил через реку Алдан. Разрешены лишь грузовые перевозки, доставка проб анализов из заречных районов и продуктов питания. Однако указанный запрет не распространяется на грузовые перевозки, как мы отметили ранее. Затем, чтобы перевозчики не возили пассажиров, следят сотрудники ГИМС и транспортной полиции, которые дежурят на местах стоянок и на ледовых переправах. Мы тормознули, 20 апреля по указу нашего главы Айсена Сергеевича Николаева из-за болезни, из-за распространения коронавируса. Сейчас наши обязанности входят пока. Самое это главное. Мы переводим со всех районов, это с 5-6 районов улусов заречных, все анализы привозим сюда, где-то утром анализы сопровождающими, вечером обратно их увозим. Это все на безвозмездном основе. За свой счет, как говорится. Это была договоренность, но помогаем людям. Решили нам возить груза. Естественно, как бы это скорбно не было, груза 200 перевозим. Что поделаешь. Также напомню, что начало весеннего половодья в регионе ожидается в первой декаде мая. И многие районы, в том числе и заречная группа, могут попасть в зону подтопления. Как готовятся к весеннему паводку в Усть-Майском районе? Юрий Таюрский с подробностями. Большое количество снега, который выпал в зимний период на территории всей республики, вызывает опасения с приближением начала вскрытия рек. Толщина льда и обилие снежного покрова, интенсивность таяния снега – все это надо предвидеть. Руководство муниципального района Усть-Майский улус-район проверили готовность 3 муниципальных образований Эжанцы, Эльдикан и Кюпцы, попадающих в зону возможного подтопления. Упущения есть всегда. Для того мы и выезжаем и проверяем готовность глав поселений к пропуску паводковых вод. Эта процедура проводится ежегодно. В муниципальных образованиях созданы свои противопаводковые комиссии на период весеннего половодья. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц за контролем состояния объектов жизнеобеспечения, мостов, дорог. Проведены противопаводковые тренировки. В случае ухудшения паводковой обстановки в готовности у нас находится 7 пунктов временного размещения общей вместительностью 414 человек. По риску весеннего половодья в Усть-Майском районе в зону возможного подтопления попадают 230 жилых домов, в которых проживает 867 человек, в том числе 230 детей. Проверка установлена, что количество мест предполагаемых пунктов временного размещения не вмещает все количество населения, которое подпадает в зону подтопления. Кроме этого, установлено, что главами муниципальных образований в настоящий момент не заключены договоры поставки медикаментов, продуктов питания и топлива. В этой связи прокуратура района главам муниципальных образований Кюпский национальный наследник и Эжанский национальный наследник объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства. Проверки в данном направлении нами продолжаются. На заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям приняты планы мероприятий по смягчению последствий паводка, а именно ослаблению льда на затороопасных участках реки Алдан. На территории нашего района проведено зачернение на 6 участках. Это получается в Бельгачах 2 участка, в Эжанцах 1, в Кюпцах 3.
Главами поселений и управления сельского хозяйства отведены возвышенные места для заблаговременного отгона домашних животных. Сейчас у глав муниципальных образований самая горячая пора для окончания подготовительных работ к началу паводка. У них и населения опыт противостояния со стихией имеется. Юрий Таюрский, национальное наследие, Жанцы, Кюбцы и поселок Альдикан. На собранные своими силами средства Ассамблея народов республики приобрела продукты первой необходимости и средства личной гигиены для нуждающихся. Их передали постояльцам социальной гостиницы. Активистки Алекминского отделения Ассамблеи сшили защитные маски и раздали нуждающимся. Накануне узбекская диаспора подготовила 500 пакетов с овощами и фруктами, которые через штаб волонтеров уже раздаются пожилым якутянам. А сегодня 450 пакетов диаспора преподнесла медикам, обслуживающим больных коронавирусом. Сегодня, 23 апреля, к нам обратилась узбекская диаспора города, республики, с просьбой оказать помощь, и мы приняли с большой благодарностью эту помощь в виде продуктовых наборов. 250 наборов сегодня доставлено до наших работников. Мы завтра эти наборы раздадим по адресам, по нуждающимся, по всем работникам. И выражаем огромную благодарность узбекской диаспоре и желаем им крепкого здоровья и счастья. И чтобы в этот тяжелый период у вас дома все было прекрасно, никто не заболел, и чтобы все были здоровы. В режиме карантина в Алданском районе продолжает принимать детей единственный садик «Мишутка». Там занимаются малыши, чьи родители работают на жизнеобеспечивающих предприятиях. Сколько воспитанников там сегодня и как ребятишки переносят давящую атмосферу карантина, расскажет Татьяна Вахнина. Автогонки, чемпионат по футболу, прятки, догонялки. На площадке детского сада «Мишутка» оживленно и весело. Скоро обед, но прерывать игры совсем не хочется. «Мишутка» – единственный садик в Алданском районе, продолжающий работать в период карантина. Изначально было открыто 2 дежурные группы, то есть с общим количеством воспитанников 41 человек. Но в данный момент детский сад посещает 8 воспитанников. Это дети, чьи родители задействованы в сферах жизнеобеспечения деятельности города Алдан. Сейчас в группе 10 мальчишек и девчонок разного возраста. Первоначально предполагалось, что дежурный детский сад будет принимать детей со всего района. Однако в настоящее время «Мишутку» посещают только маленькие алданцы. Во вновь созданном коллективе дошколята подружились быстро. Да, вы знаете, ребятишки все пришли к нам очень контактные, очень дружелюбные. Они как-то очень быстро между собой подружились, поэтому в этом плане у нас не возникло никаких с ними проблем. Ввиду того, что группа разновозрастная, занятия проходят дифференцированно. В построении уроков основной акцент педагоги делают на творческие предметы. Творческие занятия проводятся у нас ежедневно, такие как аппликация, лепка, рисование. Слушаем музыкальные произведения с ребятишками, ходим в спортивный зал. Особое внимание уделяется здоровью воспитанников. Перед тем, как пройти в группу, малыши проходят медицинский осмотр. В течение дня проводится санитарная обработка помещений. У нас проходит ежеутренний фильтр детей, то есть когда они приходят в детский сад, измерение температуры. И проветривание, кварцевание групп проходит каждый час. То есть даже если мы не находимся на улице, если мы не гуляем, мы выходим в спортивный зал, сквозное проветривание в течение 10 минут, кварцевание. Потом группа закрывается, и мы возвращаемся обратно. Из малышей, посещающих «Мишутку» постоянно, в дежурную группу приходят только 2. Остальные дети находятся дома. С воспитанниками и их родителями педагоги держат связь и работают дистанционно. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.